XVIII век для Якутска начался крайне неудачно. Случился большой пожар, начался пожар Троицкой церкви, огонь перекинулся на стены Якутского Кремля, южная и восточные стены дотла сгорели, в том числе и надвратная башня, главная башня высотой 15 сажений. До Орлана, то есть это 30 метров, 10-этажное здание, вот такая была башня. Ну и самое главное, пострадали амбары с ясачной пушниной, и Петр I, заинтересованный в получении валюты в период ведения войны со шведами, он приказал здесь построить каменные здания воеводской канцелярии и каменных амбаров, где должны были хранить сенную ясачную пушнину. И в 1707 году московские мастера Иван Сметка и Семен Турна построили здание воеводской канцелярии, одноэтажное здание, которое сохранялось до 1980-х годов. В следующем году они заложили фундамент Троицкого кафедрального собора в 1708 году, и его достраивали 20 лет, и в 1728 году осветили. Если говорить именно о застройке города, то оно делилось именно очагами. Это вот очаг именно район Нового Острога, район Малого Базара, Старого Острога и район мужского монастыря. Именно в этих очагах шла застройка. У нас было 348 домов в Якутске. И из них это 99 якутских юрт. Также можно сказать и о улицах. Их в 17-18 веке не было, как и дорог, таких именно трассированных и так далее. Они начинают появляться у нас гораздо позже. Ну, именно с 18 века где-то вот начинается их упорядочение, то есть более прилежный вид производить именно дороги, улицы, которые связывают между казенными зданиями, управлениями и так далее. То есть адресов-то нету, и чтобы вот человеку описать, где он живет и куда ему подойти, то описывали вот там, где монастырь, например, либо еще другие приметы, именно район. Вот как раз-таки отсюда вот от названия этих районов пошли некоторые улицы. Например, Логовая, вот район Логовой. И тут как раз-таки улица потом позже стала Логовая. Потом по месту, где вот какие-то заведения были, как, например, Правленская, Казарменная, Полицейская, позже Клубная. Вот. То есть по таким именно примечательным местам люди описывали, где они живут. Примечательным событием для Якутска был указ Петра I о включении города Якутска в список Сибирской губернии. Вот с того времени Якутск перестали писать как острог. Население стало формироваться по сословиям. Это чиновники, духовенство, торговые люди, купечество, мещане, разночинцы. Вот. Ну и, конечно, и ясачное население, представители которых пребывали в город Якутск на заработки. Самое главное, так знаменательное событие – это прибытие представителей, членов экспедиции Первой и Камчатской во главе командором Витусом Берингом. В первой экспедиции Витус Беринг был занят морским плаванием по открытию пролива между двумя континентами Азией и Америкой.
карта экспедиции Академии наук. Эта карта сделана, значит, вручную. Она по-своему уникальна, можно сказать. Здесь показаны не только маршруты этих экспедиций, но и собраны основные сведения об составе экспедиций, об их целях и задачах. И здесь видно не только камчатские экспедиции Беринга, но и вообще, какую роль исторически играл Якутск, Якутия в освоении Россией своих восточных территорий. Вторая камчатская экспедиция, и возникает необходимость жесточайшая в квалифицированных кадрах. Командор Беринг, вот у него какие-то полномочия были, все почему-то считали, что это прямо именно от царя, от Анны Иоанновны, он прямо с такими поручениями непосредственно, то есть ему не могли возражать. Огромное количество грузов нужно было везти в Охотск, Охотск. Ну и таким образом, когда началось строительство для исследования уже морей, в 1735 году уже было принято решение, причем даже Сенатом одобренное, что навигаторскую школу открыть. Мы пытались выяснить с краеведами, как такового, там, двухэтажного, как я говорю, рубленого здания с аудиториями, такого не было. Я думаю, что где-то при монастырях, где-то при церковной приходской школе, что ли, эта народная школа и была. В 1741 году начались занятия. Причем пришлось тоже напрягать семьи казаков, которые тут были, потому что казаков можно принудить и обязать. Поэтому они взяли под козырек, выделили детей, и часть из них даже получила это образование морское. Но поскольку, в основном нужны были на Тихом океане, в Охотском море наши выпускники, то фактически навигаторская школа в Якутске поставляла на Тихий океан наши кадры. И они себя неплохо зарекомендовали. Исполнительные, добросовестные, непривередливые люди. А это как раз то, что там надо было тогда, когда в период освоения. Во второй камчатской экспедиции при ней работал отдельный академический отряд, в котором работали академики. Такие знаменитые, как Герард Фридрих Миллер, Делиль де Лакрайер, Стеллер, впоследствии академик Крашенинников и ряд других. Их было не так много, но тогда это было время, когда Академия наук российская только появилась. И, собственно, это было время, когда, и наука российская в ее современном виде формировалась. И это были люди, которые не только стояли у истоков изучения Якутии, но и у истоков создания науки вообще в России. В составе экспедиции Беринга было несколько отрядов. В частности, в Якутии, помимо этих отрядов, которые двигались в Америке, в Японии, еще были отряды Ленско-Хатанский отряд под руководством Франчищева и второй отряд, который должен был двигаться на восток от устья Лены. И два дупель-шлюпа одновременно из Якутска отплыли и спустились вниз по Лене. Одна из них называлась Иркутск, и она отправилась под командой лейтенанта Лосиниуса. А другая называлась Якутск под командованием лейтенанта Франчищева. Это очень сложные, конечно, условия были для плавания. И этих двух командиров, лейтенантов, их плавание продолжили два других морских офицера. Это братья Лаптевы, которые были не родными братьями, а двоюродными. Оба морские офицеры. И так получилось, что один брат
продолжил дело вот Франчищева, а второй Лаптев продолжил дело Лосиниуса. Вот таким образом вот это наше море Лаптевых носит вот имя двух этих морских офицеров. Камчатские экспедиции, понятно, их путь пролегал из Якутска в Охотск. Это вот та самая Охотская наша дорога. В Охотске тоже в очень сложных условиях им нужно было создавать вот базу, где нужно было поселить людей. Чтобы поселить людей, нужно было завести достаточное количество провианта, опять же, по сложным дорожным условиям. Именно поэтому Беринг так долго находился в Якутске, потому что он должен был контролировать именно перевозку грузов. И потом уже из Охотска, так сказать, создав здесь базу, поселив людей, построить там жилище и так далее, накопив склады провианта, можно было уже строить корабли, и нужно было двигаться уже на Камчатку. Витус Беринг в это время он не сидел сложа руки, он занимался строительством Тамгинского завода, который обеспечивал железными изделиями, предметами Охотский порт, строительство новых кораблей. В это время они строили два пакетбота «Святой Петр» и «Святой Павел», на которых Витус Беринг приплыл к восточной части полуострова Камчатка и открыл Авачинскую бухту, и там основал первое поселение, названное им Петропавловском. Вторая Камчатская экспедиция вышла к берегам Северной Америки. Ну и, как известно, на обратном пути во время вынужденной зимовки на Командорских островах, в частности на острове Беринга, в результате вот сложных условий, голодовки, часть команды погибла, и в том числе погиб и сам капитан-командор Беринг. Его дела продолжили члены его экспедиции, Герхард Миллер, ну и другие члены экспедиции. 10 лет пробыл Миллер вдали от Санкт-Петербурга, в Сибири, в Якутске, изучал архивы, переписывал архивы. Сейчас его материалы хранятся в архивах Санкт-Петербургского филиала Российской академии наук и Российском государственном архиве древних актов. Вот. Исследователи сейчас вот изучают эти материалы, восстанавливают период пребывания членов экспедиции, то есть 18 век города Якутска. В составе экспедиции работали не только ученые, еще и вот геодезисты, например, а также были живописцы. Известно, что вот работали Люрсиниус и Беркан. И вот есть такой очень известный вид города Якутска, который как раз вот был тогда сделан вот в процессе экспедиции. На гравюре, значит, основные части города изображены весьма достоверно. Хотя гравюра выполнена, ну вот, деревья на первом плане, она кажется такой надуманной, но вот здесь, оказывается, есть вот и заложенная часть города, и вот много-много башен, это вот наш деревянный острог. Ну и вот последняя башня наша знаменитая, ставшая символом города, она стояла, ну, примерно на площади Дружбы. Позднее была перенесена на территорию Якутского музея. И вот тут тоже отдельно как бы стоящие церкви,
ансамбль такой строений в северной части города. Это Спасский мужской монастырь. Ну, сейчас это вот территория Краеведческого музея. Ну и вот, собственно, вот в заложной части видна деревянная церквушка. Это вот, видимо, церковь, которая стояла на месте современной Богородицкой нашей церкви. Ну, горожане были хлебосольными, гостеприимными. Они придерживались и праздновали, отмечали все христианские религиозные праздники. Это Рождество Христово, Крещение Господне, ну и народные колядки, масленицы. Вот, и даже Витус Беринг вот, принимал участие вместе с детьми своими. И вот благодаря тому, что вот в последнее время опубликовано много документов, и вот стали известны несколько доносов, ну вот, на Беринга, что он, значит, курит вино, то есть изготавливает алкоголь, не напитки в обход, значит, государственной монополии. Ну и там указывается вот, в этих текстах указывается вот место, где он жил. Он жил на дворе Подьячева с приписью сына боярского Ивана Борисова. Вот. И вот по этим сведениям вот мечтают краеведы установить, где находилась конкретно точка, где он жил, но пока таких данных не обнаружено. Кроме того, там, значит, содержится сведения о том, что с ним здесь была жена и двое из его детей. Вот. Ну и говорится о том, что он соорудил здесь, будто бы в Якутске, очень большие сани для того, чтобы вот, ну, увеселительные прогулки совершать для своей семьи и для жителей Якутска. После того, как мы презентовали книгу, позвонили из Замиконского улуса. Мне говорят так: как вы догадались написать книгу на основании прочитанного доноса? И вот это вот рождественские чудо-сани, это буквально жалоба на Беринга. И мы со своей стороны что делаем? Мы изучаем эту тему, мы поднимаем все документы. Действительно, такие сани были. Вот действительно они были. И получается, что эти сани, они вмещали 30 человек, не считая 4 места для трубачей. Это все, когда я изучила, я начала искать ребят, которые меня поддержат. Но первая у меня была эта элита. Я говорю: мне нужен портрет Беринга. Твой рисунок будет на обложке нашей книги. Потом случилось то, что мы познакомились с Альберто. Самый молодой, единственный наш парень, которым мы гордимся. Он тогда учился в 4 классе. И предлагаю нарисовать вот эту дюпельшлюпку. Я пытался четко передать изображение корабля таким, как он есть. Потом начал разукрашивать, писать надпись «Якутска» и добавлял тени, разбитый лед, облака, небо, паруса. Вот сама сложность заключалась в том, чтобы уместить на несколько страниц вот такой вот масштаб истории, круг персонажей. Но все-таки я постаралась вместить и дать своим персонажам и путешествия, и приключения, новые открытия и волшебство рождественской сказки. В данной иллюстрации я изобразила те самые сани, про которые мы и писали в нашей сказке общей с ребятами.
Ну, я представила себе именно так. В эту книгу вложен большой труд, талант и душа многих учеников нашей школы. И все это благодаря Анне Николаевне. Она предоставила нам эту возможность внести свой какой-то маленький большой вклад в историю, и она сама очень много труда вложила на создание этой книги. Я уверена, что эта книга, она будет интересна очень многим. Я всем ее советую обязательно прочитать, просмотреть. Читайте, интересуйтесь, и мы в перспективе расскажем, будем дальше рассказывать, как это было, как жили люди. 18 век, город Якутск, Беринг, первые школы. Вот это то, о чем мы хотели сказать в нашей книге. Камчатские экспедиции и освоение Камчатки, и самое главное, освоение моря и судостроение, которое было в Охотске, там ведь очень было развитое судостроение, они помогли в короткий срок освоить путь на Аляску. Все это делалось для развития. Экспедиция Беринга – такая яркая страница, которая для Якутии очень и очень большую роль играет. И вот это все наша история.